Ну что, Валерий Батькович, я пойду там, где пошире этот самый гопик. Давай. А ты посмотреть или вернешься? Грибы посмотреть? Я обратной дорогой пойду. Ага. Посмотрю. Ну. Слушай, а у тебя лишнего куска хлеба нету? Есть. Дай не очень большой кусок. Знаете, красиво. Да. А черный, может, и не нравится? Не знаю, ну я белый, что остался, я его оставил, но чуть добавлю. Небольшой. Вот это большой, небольшой. Пойдет. А у тебя белый? Это черный, я как черный беру. Лицо. Серьезно? Да. Ладно. Пускай карася определяет. Хоба! Ну я, кажись, дошел до озера. Если эту штуку можно озером называть. Вода есть. Да, здесь он мелкий. Так что точно пойду на другой конец. Он по виду глубже. Везде грибы. Что только они все. Какие-то сдохшие на жаре. Сдохшие. Сейчас посмотрим. О, какой ты там. О, червивый. Да и весь засохший. Так что второй проверять не будем. Если кто давным-давно на этом озере ловил сетями, то явно не в последнее время. Уж больно много деревьев попадало. То бишь она вся в корягах. И крутой обрывистый берег. Фу! Черт надернул, гнилой гриб трогать. Он явно бродить начал на ходу, и это самое алкоголем пахнет. Мне такой алкоголь не нужен. Отрава какая-то. Фу. Так, ну что, как нам закинуть-то? Так, думай, не думай, 100 рублей не деньги. На этом озере, интересно, кувшинок и другой водной растительности нету. Интересно, почему? Надеюсь, химизм воды не такой тут хреновый. Ну, надо проверить. Ну что, шесть понадобится? Возьмем на всякий пожарный. Где вышел, там кину. Привяжу веревку, да. Царапаются. Ну, японский бог. Фух. Блин, здесь поцарапался. Этот гэп достаточно далеко от реки. И водной растительности нету. Что-то это не особо нравится. Но раз я дошел, опыт сын ошибок трудных. Проверим, есть тут карась или нету. Сейчас веревкой привяжу и кину. И как ляжет. Фу. Этим вонючим грибом пахнет. Ни хрена себе булькнуло. Где? О, блин, напротив другого берега. Напротив меня, около другого берега. Ну, кидаем сюда. Что тут гадать? Капитально булькнуло. Раз булькает, значит, что-то есть. Эх, учила меня мама. Учись, говорит, морские узлы завязывать. Сейчас бы завязал, а то мой узел сейчас завяжется насмерть. Что потом делать? Потерять неохота. Ну, когда не умеешь узлы завязывать, что делать? Молиться. Господи, благослови. О, изюмрать попало. Красота. Если я спущусь, я обратно залезу. Ну, проблему будем решать по мере их поступления. Слез, закинул, ну а потом думать, как вылезти. Больно резкий обрыв и кустарнику. Так, ну что, палку берем, на всякий пожарный берем. Вдруг пригодится. Спускаться помпой по склону, где шиповник растет. Кто меня оценит? Каскадер? Фу. Фу. Что за запах такой гниловатый? Ну раз рыба прыгнула до 10 назад, нельзя сдохла зимой. Сюда и кинем. Прямо в черную воду. В одном месте булькает. Ну, запах хлеба, надеюсь, привлекет, если это карась.
родину. Хоп. Ну, практически так же. По сути дела, на склон попал. И ближний конец 5 сантиметров под водой, дальний чуть больше. Что-то я не подумал. Сверху ветки обязательно. Тем более тут ничего нету. А это мы. Вдруг акула попадет и решит унести. Нифига. Пускай скоряга выносит. Так, ну здесь на бантик. Бантик тоже достаточно надежная штука. Так. А сейчас мы его поправим. Параллельно берегу. Более тупым концом. Ну, будем считать, прилично стоит. Пускай здесь стоит. Ну что, стоишь? Стоит. Ветки. Что далеко ходить? Что близко лежит, то и возьмем. Один. Так, это вообще замечательный. Толстенький. Второй. А ты что в лицо лезешь? Тебя тоже берем. Будем считать, что елка не заметила пропажу 3 веток. Ух. Нормально. Что вам, коммунист, что ли, надо? Лезьте сюда. В жаркую погоду под тень. Старый испытательный способ. Так. А что? Где палку, что ли, нашел я в лесу? О, во, во. Как раз помогла. Перепад проскочить. На другом берегу в этих сухих ветках кто-то булькал и булькал. У меня морда стоит за 15 метров. Привлекется, наверное, этой тенью. Осталось подождать. Ну, через неделю придем. Сегодня морду гымгу не пришлось монтировать. Поэтому раньше освобождаемся. Ну, рыбка есть, поэтому едем домой. Помню, все-таки осенняя ягода, твердая еще. Хотя классно красная уже. Ну я на том озере закинул, там плюсы и минусы. Основной минус, ну, от реки, ладно, далеко, но там никакой водной растительности нет, абсолютно черная вода. А плюс такой, пока я кидал, на другой стороне бульк-бульк, бульк-бульк. На другой стороне кто-то булькал. Там упало когда-то дерево, ну, большой кустарник, засох, и там в этих ветках-то кто-то булькал. Надеюсь, караси. Надеюсь, хлеб их привлечет. Посмотрим. Да. Если верить прогнозу, то несколько дней еще жара будет до 25 градусов, но временами и дождь будет падать. С завтрашнего дня, к вечеру. По крайней мере, туч стало больше. А дожди будут, и грибы полезут в первый сорт. Тучи полезут. Сейчас они, тучи растут, так они быстро на солнце загибаются. Хреновенькие становятся. Эй, ладно. Ну что, Валерий Баки, идем домой, наверное? Что там нам делать? Караси есть. Операция, в принципе, удалась. Слушай, а не рано береза желтеть начала, а? Желтые Ни листья. в одном месте уже береза начинает. Ивы тоже один куст видел желтый. Это от солнца так зажарились или осень подходит? Уже это август, чуть не середина августа. Однако. Жарко для нас все июль. Да. Достаточно массово, ведь желтые листья появились на березах. Мало того, что на деревьях желтые, уже эти желтые листья падать начали. Ура, в эту жару и духоту до реки дошли. Надеюсь, тут посвежее на лодке будет. Где ты, наша спасительница от жары? Ну, сейчас мы до тебя дойдем.
Солнце дошло, а духота и жара осталась. Слушай, Валерий, тут недалеко зимой мы с Ларисой Батькиной баловались, на рыбалку ходили. Вон там я копье утопил. Сплаваем, посмотрим. Так, проплывем. Давай. Я Весной думаю, уже под песком. есть вероятность. Так вода-то несколько метров поднимается весной. Может, его и унесло куда-то. Так, на счастье. Ну, то копье мне жалко чисто из-за того, что оно дядя Костина. Вроде как память. И вроде она неплохо работала. Посмотрим. Повезет, не повезет. Да, сплавимся. Она, в принципе, абсолютно близко к берегу. И там растаяла теплая вода с ручья, с Виса. Так, а где Вис-то? А, вот ручей. Так. Сейчас поближе подплывем. Кстати сказать, мелко тут. А вот Виста. Малюсенькая вода. А, вон есть течение слабое. Рыжий песок виден. А, Валерий! Нашел! Она как воткнулась, покрылась силом. Вот это да. Ну, я был уверен, что железяка не уплывет. Она воткнулась, я ее тюкнул. Первый сорт. Ну, с водорослями. Водоросли мы помоем. Неожиданно. Вот это да. Вот это да. Что-то тут тесновато стало. Ну ладно. Ни хрена себе, кто больше брызг пустит. Народ развлекается. А я издалека думаю, лось что ли там падает без передыху. Ни хрена себе. В молодости шею свернуть не так страшно. Без света живешь? Ну рассказывай, насколько ты думаешь, у нас удачный поход? Ну надо рюкзак потрогать. Рюкзак тяжелый, он и пустой тяжелый. Мы утром, Валерий, делали ставку. Он сказал 3 штуки, я сказал 4. А ты сколько? 10. Ты серьезно, что ли? Вообще-то там штук 30. Но ты ближе всех, больше оптимист. Ты серьезно, караси? Караси. А это не все. Помнишь, зиму утопил я копье? Ты заметила, что мы когда грузились, что-то не хватает? А чего у нас не хватает? Копья. Короче, я к берегу подошел, чукнул, а там льда не было, она у меня туда бульк. Ну? Нашли. Я зимой тогда пробовал найти, не нашел. Не видно. А сейчас нашел специально. Проплывал, смотрю, думаю, коряга, там эти тина болтается, ракушки там ползают по этой самой. Думаю, коряга, думаю, дай проверь на всякий случай. Приподнял, смотрю, знакомый ободок, головка копья. Достал копье.